свою вот это вот имперскость, чтобы это не превалировало и не победило. И остальной весь мир сегодня вот возмущен, можно сказать, остальной мир, но справедливый мир возмущен теми действиями, которые сегодня, значит, вытекают, выплескиваются из Кремля. Поэтому мы надеемся, что вот этот вопрос, он должен быть правильно решен, и в этом отношении наши добровольцы, все наши граждане, которые переживают за это, сегодня очень внимательно за этим следят и делают все возможное с их стороны. Я надеюсь, что это будет очень правильно воспринято, и победа будет за Украину обязательно. Победа Украины – это наша победа, это победа всех справедливых сил, это победа всех тех народов, которые сегодня угнетаются в самой России. Ну, я имею в виду все национальные республики, которые находятся на территории России, которые незаконно туда втянуты Ельцин и его команда. Вот такая ситуация, Слава. Мгм. А по поводу вот договора 97 года и вот этого, и декларации от 25 ноября 90 года. Вот по этим документам, Ну, скажите, что этот договор был подписан, я уже несколько раз говорил, Мгм. значит, договор был подписан в Москве 12 мая 97 года. И дело в том, что этот договор должен был быть на таком уровне ратифицирован. То есть этот договор должен был быть, другими словами, произведен в закон. Извиняюсь. Мгм. Он должен был быть рассмотрен Государственной Думой России, но Ельцин не выставил этот документ на ратификацию, чтобы он стал законом для действий в самой России. Это говорило о том, что это было только вот такой вот временный такой момент. С нашей стороны, в 98 году наш парламент принял, рассмотрел этот договор и утвердил как закон его. То есть ратифицировано было. То есть с нашей стороны было принято все шаги для того, чтобы мирно развивать наши отношения. В промежутке этом Россия, Ельцин и его команда делали десятки провокаций против нашей республики, блокировали нашу республику, и все это раскручивали, втягивали нам туда на разного рода провокации, взрывы, то, другое, что они делали. И во всем окружении, на Западе, куда я ездил, в том числе и другие люди, видели целые ангары, в которых были собраны продукции, вещи для гуманитарной помощи чеченскому народу. Русских не пропускали, требовали, чтобы им отдали. А другого пути, чтобы их пропустить на территории Чеченской Республики Ичкерия, не было. И в конечном итоге они совершили в итоге несколько провокаций, а 17 июля 99 года они вторглись с севера на нашу территорию военными своими вторжением, там танки, Мгм. БТРы, войска вторглись, и вот началась эта война. И мы 10 дней ждали, пытались этот вопрос решить мирным путем, парламент, президент, пытались решать так или иначе, и 27 уже июля парламент принял решение о том, что нарушен этот закон со стороны, значит, Кремля, и сегодня вот начинается война против, ну, то есть о том, сам факт затвержден. Есть специальное постановление по этому поводу. Поэтому все эти разговоры о том, что туда пошел Басаев или пошел сюда, это неправда. Потому что если даже 27 июля 99 года они зафиксированы нами, что они вторглись, Россия, на нашу территорию, хотя на самом деле они вторглись 17 июля. Так? 17. Мгм. Поход Басаева на территорию добровольческого отряда, это не государственный, это добровольческий отряд, вот как добровольцы сегодня в Украину идут, так? Был только 6 августа, опять, 6 августа. В любом случае это не является оправданием того, чтобы говорить, что Чеченская республика Ичкерия развернула войну против России и оправдывать, и вот эти преступления совершать против нашего народа.
Вот в чем была